В эфире новости, в студии Марфарина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга о отборе на службу по контракту в Мирнинском районе. Предлагаю послушать. Дополнительный центр отбора на военную службу по контракту в городе Мирный продолжает свою работу по отбору граждан на военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Отмечу, что служба по контракту – это осознанный выбор каждого мужчины, решившего в сложное для страны время стать на ее защиту. Многие граждане Якутии выбирают путь настоящего мужчины. Денежное удовольствие в зоне проведения специальной военной операции может составлять от 210 до 400 тысяч рублей. Кроме того, при заключении контракта на срок от 1 года и более военнослужащему выплачивается единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Все бойцы специальной военной операции – это настоящие герои Якутии и страны. Стать частью сплоченной армейской семьи просто. Заключай контракт и присоединяйся к своим. Больше информации на сайте swo.mir.ru. Дополнительный центр отбора граждан на военную службу по контракту в городе Мирный находится по адресу улица 40 лет октября, дом 26. Центр работает с 9 утра до 6 вечера. Далее перейдем к новостям и вначале коротко о главном. Богатый мир пернатых в образовательном пособии птицы горного улуса. Прошла презентация издания от энтузиастов. В селе Чурапча забили первую сваю в основном здании детского сада «Кыталык». Подробнее о новом объекте. Спектакль в стиле Олонхо «Мальчик-орел» на русском языке представят дети Омяконского района. Подробнее о премьере. В Верхневилюйске при попытке заехать на паром машина упала в воду. Очевидцы сообщают, что в салоне была семья с грудным ребенком. Их благополучно вытащили. Из-за этого случая паром прекратил работу. В Минтрансе сообщили, что переправа сегодня завершает свою работу. Как выяснилось, судоходная обстановка на реке Вилюй закрыта, но перевозчик имел право работать до ледовых явлений. В министерстве отметили, что со вчерашнего дня наблюдаются ледовые явления, а паромы не имеют права работать в таких условиях. Ведется проверка данного происшествия с привлечением надзорных органов. Программа поддержки местных инициатив – наиболее распространенная модель инициативного бюджетирования. Алекнинский район участвует в программе с 2018 года. Все 23 муниципальных образования принимают активное участие. Так, ежегодно подается от 20 заявок, в выборе которых участвуют сами жители населенных пунктов района. Программа поддержки местных инициатив в районе работает уже несколько лет. Она помогла многим населенным пунктам реализовать свои социально значимые вопросы. Так, в селе Улыхан-Мунку в этом году реализовали проект «Парк памяти». По инициативе населения. И проект был выбран из 3 актуальных. Это обустройство парка памяти, где стоят наши объекты культурного наследия. Это памятник воинам павшим и памятник 7 коммунистам. Очень хорошо отзывается население на участие в проектах. В Улыхан-Мунку с проектом «Парк памяти» еще и реализовали и досуговую зону для сельчан. Но во время собрания было предложено нашей жительнице обустроить парк памяти, чтобы был центр села, где можно летний период или зимний, когда приходят гости, чтобы место было, где ходить, смотреть, где была видна история нашего села. Ну и, конечно же, благодарность нашим предкам, нашим традициям, матерям. В селе Инкюрь одним из приоритетных проектов населения поставил вопрос по обеспечению пожарной безопасности села. Мальжигарский наслег участвовал в программе поддержки местных инициатив с 2017 года. За этот период мы реализовали 8 проектов. А в прошлом году, в 2023, наш народ обозначил проблему о покупке водовозной машины для реализации наших полномочий по обеспечению пожарной безопасности. Новая водовозная машина в селе Инкюрь будет задействована не только на обеспечение пожарной безопасности, но и для обеспечения водой населения. Вот так вот на примере 2 сел Алекнинского района продуктивно работает программа поддержки местных инициатив. В селе Чурапча забили первую сваю в основании нового центра развития ребенка детского сада «Кыталык». Прежнее здание на 50 мест было построено в 1982 году по инициативе директора деревоперерабатывающего комбината Андрея Листикова и мастера Ивана Иустинова.
В данное время детский сад закрыт из-за аварийного состояния. Новое каменное здание будет одноэтажным, а общая площадь застройки составит более 1500 квадратных метров. Детский сад смогут посещать 75 детей. Планируется, что в эксплуатацию объект войдет в конце следующего года. Сейчас вот по новым требованиям, по новым стандартам нужны совсем новые дошкольные учреждения. Наша группа находится в разных местах, а родители вот издалека приводят нам своих детей. Поэтому мы ждем, чтобы в следующем году мы снова вернулись в наш микрорайон, в новый детский сад. Образовательные платформы в современном мире играют ключевую роль в информатике. Они представляют учащимся и учителям возможность обучаться в любое время и в любом месте, что особенно важно в современном мире. Подробности смотрите в следующем сюжете. Главная цель образовательных платформ – сделать IT-образование доступным для каждого ребенка и помочь учителям в работе. Педагоги проходят повышение квалификации от Яндекс.Учебника, благодаря которому реализованы современные методики в обучении по информатике. Кадрезерв, да, и там набираются баллы, определенные задачи делаешь, да, там, то есть анализ уроков, разные рабочие вот эти методики, да, используешь, учишься, и все это баллы дается. То есть это развитие более крупного масштаба. Удобный интерфейс платформы делает процесс обучения интуитивно понятным. Учащиеся могут с легкостью ориентироваться по курсам и отслеживать свой прогресс. Интересно, само программирование, там, сам урок интересен. Интерфейс, там видеоуроки, объяснения, еще иллюстрации показывают, там примеры приводят, как это делается. Более 100 тысяч заданий по информатике, которые соответствуют требованиям ФГО, собраны все на одной площадке. Впервые система Яндекс.Учебник у нас начала применяться именно в так называемое ковидное время, когда у нас началось дистанционное обучение. А вообще это дополнительные возможности для ребенка, особенно для тех детей, которые хотят что-то больше узнать, чем на уроке, и тех детей, которые, например, болеют. Они могут выполнять задания, осваивать дома материал, с помощью этой платформы. Кадровый резерв – программа профессионального развития учителей информатики, которая создана по инициативе Яндекс.Учебника. Участники проекта не только повышают навыки преподавания, но и участвуют в профессиональных конкурсах и программах наставничества. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. На днях прошла презентация дидактического пособия «Птицы горного улуса». Это красочно оформленное издание было разработано инспектором Горной инспекции государственного экологического надзора Сарданой Кривошапкиной и учителем географии Берджигистяхской улусной гимназии Еленой Алексеевой. Цель пособия – познакомить любителей птиц и детей с богатым миром пернатых горного улуса. По многочисленным просьбам любителей природы доступен и электронный вариант карточек. В них представлено 20 фотографий и описаний разных птиц. В горном улусе у нас обитает 139 видов птиц. Это 47% видов птиц, которые обитают у нас в Республике Саха-Якутия. И специально как определитель мы сегодня создали дидактическое пособие «Птицы горного улуса». С одной стороны, авторская фотография наших 3 фотографов, которые сделаны именно в нашем улусе. В следующей стороне это методические обоснования, где вы можете найти информацию про места обитания птиц, про типы питания и условия жизни птиц. Благодарим, гордимся и ставим в пример. Такие поздравительные слова прозвучали сегодня в зале правительства номер 2, где вручили государственные награды и почетные знаки. Среди них за особые заслуги в воспитании детей и большой вклад в общественную жизнь республики. Также знаки «Почетный отец» и сертификаты на 100 тысяч рублей вручили Дмитрию Лукину из Чурапчинского района, Павлу Харлампьеву из Вилюйского района и Виталию Илюхину. Они являются отцами многодетных семей. Врачом
Очень благодарна своим труженикам, своим коллегам, что они отметили мою трудную работу. Я очень благодарна всем. Сегодняшним днем я поздравляю всех матерей, отцов. Пусть живут счастливо. Пусть будет много детей, улыбок. Министерство культуры и духовного развития Якутии объявило этот год годом детского театрального искусства в учреждениях культуры республики. О планах Аймяконского отдела культуры нам рассказали наши коллеги из района. Прошлым летом в Аймяконском районе проводился 16-й республиканский эссе «Халанхо». И хозяева и гости с удовольствием вспоминают детский спектакль в стиле «Аланхо» «Мальчик-орел» по сказке известного якутского дизайнера Августины Филипповой. В постановке тогда приняло участие более сотни детей из детских садов и сельских школ. Было сшито множество ярких, красивых костюмов. Нынешний год по инициативе учреждений культуры республики объявлен годом детского творческого искусства. Районный отдел культуры решил повторить постановку полюбившейся сказки, переведя ее на русский язык. У нас здесь образовалась такая добрая традиция. Мы в 2014 году поставили «Маленького принца», потом ставили «Конька-горбунка», одной из самых любимых известных сказок. А в этом году уже в стиле «Аланхо», в якутском стиле, мы поставим такой новый спектакль. Вчера мы собирали наших коллег с образовательных учреждений, и будут участвовать дети Центра содействия семейному воспитанию, Центра развития детского творчества «Пегас», 3 детские садики нашего поселка и Уснерская гимназия, а также образовательная Уснерская школа. На первом совещании присутствовали педагоги, организаторы, воспитатели детских садов, хореографы и музыкальные работники. Зная способности своих детей, предварительно определились со сценами, количеством участников от каждого и исполнителями ролей. Общую постановку героев возьмет на себя режиссер Народного театра нашего Дома культуры Анна Петровна Бубякина. Постановка танцев – это Нарьяна Семеновна Нестроева, наш хореограф Народного ансамбля «Золотинка». Ну и общей координации – это Управление культуры и развития туризма, ну и художественный руководитель Дома культуры. А перевод кто будет делать? Перевод делается в якутский специалистами. Премьера спектакля по плану должна пройти в конце ноября. Надеемся, что это будет зрелищное и радостное событие как для детей, так и для взрослых. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Наши корреспонденты следят за самыми актуальными событиями в республике. Оставайтесь с нами.